Все, трансляцию запустил. Все в эфире, да? Да, все в эфире. Сейчас я поделюсь трансляцией своей, чтобы у меня ребята заходили. Так, копирую. Сейчас, секундочку. Малость подлагивает. Так. Так, все отлично видно. Отлично видно. Всем привет, кто присоединяется к трансляции. Ребята, как обычно, по традиции, давайте с вами проверим звук. Пожалуйста, напишите, как слышно, как видно. Сейчас вот скинул трансляцию в общий чат наш. Сейчас подождем. Наверное, еще у меня звук тоже нужно проверить, да? Меня слышно или видно ли? Я вижу отлично. Собственно, в скайпе тоже видно хорошо. Сейчас будем переходить, наверное, на большой экран, чтобы мы более лучше воспроизводилось. Так, сейчас, секундочку. Ребята, все, кто есть в чате, пожалуйста, напишите в чат, как слышно, как видно, чтобы мы с вами уже начали беседу. Так. О, отлично. Слышно, видно. Все, в принципе, можем начинать. Ребята, всем привет. С вами на связи Павел Колесников. Сегодня у нас будет интервью с сооснователем, я правильно, да? Понял, Зигмунд. С основателем компании Финика, который есть у меня на канале, обзоры. Многие уже слышали о ней в моем чате. И, собственно, сейчас начинаем активное развитие и активное движение в данной компании. Очень интересные перспективы. И вот сегодня как раз, можно сказать, из первых уст мы поговорим о данной компании. Сегодня Зигмунд расскажет о каких-то перспективах, о дальнейшем развитии. И я уже заранее подготовил кое-какие вопросы относительно компании, относительно какого-то дальнейшего движения. Сейчас послушаем. Значит, Зигмунд, еще раз привет. Значит, начнем сразу с вопросов, наверное, не будем затягивать. Первое, расскажи, пожалуйста, о том, как вообще зарождалась компания Финика и вообще что послужило идеей вообще создания компании. Как бы многим это тоже интересно. Вот. Ну, зарождалась она, наверное, как и любой большой проект, можно сказать, чисто случайно. Наверное, чуть больше года назад, наверное, уже 1,5 года назад, мне написал Кирилл Доронин. Ну, Кирилл Доронин, я думаю, вы уже знаете, если вы видели некоторые обзоры. Он мне написал в Инстаграм, в Директ, ну, просто обычное сообщение: «Привет, давай поработаем». Мы уже знакомы с Кириллом больше 6 лет, он меня знает с проектов казанских разных. Он мне написал обычное сообщение: «Привет, давай встретимся, есть, ну, вот, есть мысль поработать». Мы с ним встретились, и он высказал такую идею, что, ну, я, говорит, хочу создать площадку, которая будет, с одной стороны, там, объединять инвесторов, с другой стороны, объединять проекты. То есть некий такой полезный помощник между проектом и между инвестором. Тогда еще у нас была задумка работать только с действующими бизнесами, с такими с большими бизнесами и с небольшой доходностью. Ну и, соответственно, не было еще никакой площадки, все было на листочках, в Excel-таблицах и так далее. Мы основываем площадку. Ну, опять-таки, да, площадка громко сказано. Мы, по сути, делаем отдел продаж, который звонит людям и предлагает проинвестировать в бизнес. Вот. Таким образом, мы начали работать, потом к этому всему подключились личные кабинеты, IT-отдел, юридический отдел. Мы начали потихонечку разрастаться и поняли, что людям в том числе хочется вкладывать там не только в действующий бизнес, да, с небольшой доходностью, но хочется денег получать там здесь сейчас на какие-то свои расходы ежедневные. И вот после этого, по сути, уже мы начали искать продукты с более высокой доходностью. Вот
Вот так это все зарождалось. Ну, если в двух словах прям, да? Понятно. Ну, в принципе, как и любой, можно сказать, я думаю, наверное, Финика можно назвать молодым бизнесом, да, потому что все равно год еще пока это не срок для компании, вот. Да, Поэтому, я думаю, дальнейшее развитие мы еще увидим, и компания покажет себя во всей красе. конечно. Следующий вопрос. Я прошу прощения, два слова буквально вставлю. Я всегда был сторонником того, что неважно, сколько финика на рынке, ну, то есть неважно, сколько площадка работает, важно, сколько работают по времени те инструменты, которые генерят деньги для людей. То есть, например, если, например, какой-то инструмент работает всего полгода, это действительно, это значит инструмент молодой и рискованный. А вот если инструмент генерит там уже больше, чем 5 лет, и он генерит по статистике, ну, хорошие цифры дает, то это уже хорошо. Поэтому, ну, это просто такая ремарка, которую я бы хотел ставить. Ну вот эта То есть, ремарка как раз и послужила, собственно, переходом к следующему вопросу. Прям все четко прочитал мои мысли. В общем, как раз следующий вопрос будет очень распространенный, и практически все ребята у меня задавали его в чате. То есть, каким образом генерируются деньги в компании? И не хайп ли это? Вот самое, что главное, что многих людей беспокоят проценты, что якобы там от 1 до 2% в сутки это большой процент. То есть, соответственно, людей волнует, как же генерируются деньги. Пожалуйста, вот на этот вопрос. да, давай по-честному. Если бы это был хайп и пирамидос, да, то я Мгм. бы никогда в жизни об этом не сознался. Ну, логично. То есть я просто не видел ни одно интервью, где спрашивают: ребят, а вы не пирамида? И там сооснователь отвечает: да, мы пирамидос, мы отработаем 2 года, так что вы сами решаете, заходить или нет. Я лишь могу, ну, сказать о том, что как мы зарабатываем деньги, и если, например, кто-то не верит нашим словам, они имеют на это полное право, мы предоставляем право, ну, проверить, предоставляем инструмент проверить. А на чем мы сейчас конкретно делаем деньги, я могу зачитать. Да. Это Форекс, доллар-евро, это Мосбиржа, фьючерсы на российскую нефть, доллар, РТС, опционы. Дальше биржа АМП, это фьючерсы на канадскую нефть. Local Bitcoins, это купля-продажа битка, ну то есть оптом купили, там розницу распродали. Дальше, один из инструментов генерации денег для нас – это наша же школа. Ну, то есть у нас есть школа, с помощью которой мы доказываем, что мы действительно торгуем, а наши ученики у нас же закупают битки, и, ну, мы в том числе на этом зарабатываем. На АМП, Мосбирже и Форексе мы делим риски внутри продукта. Ну, то есть у нас есть долгие позиции, есть короткие позиции. Вот. Ну, то есть есть у нас понятие каждодневная торговля. Например, инвестор хочет получать деньги каждый день. Поэтому у нас есть позиции короткие, то есть мы там отработали, все, там заработали 3% на весь капитал по всем инструментам, начислили там инвестору 1%. А есть долгие позиции, это уже, которые мы там зарабатываем себе, зарабатываем на различные промо для компании и так далее. Вот. Хороший Ну, ответ. я еще говорю только про те продукты, которые у нас сейчас работают. Я не говорю про те продукты, которые мы тестим, потому что, ну, изначально политика такая, что мы не хотим рисковать деньгами инвесторов на какие-то новые продукты. То есть, если мы щупаем что-то новое, новых трейдеров, новые продукты, то мы делаем это за свой счет. Но это будет в другом вопросе, я это спрошу. Собственно, на этот вопрос понятен ответ. Будем переходить к следующему. Тоже очень важный вопрос. Я в поддержку, кстати, писал по этому поводу. Как можно пройти обучение трейдингу на Local Bitcoins? То есть вот на данный момент сейчас такая проблема на сайте, то что при формировании оплаты не кликается кнопка. То есть она сказала, что может ответить, да, на этот вопрос. Да, смотри, мы, по сути, мы сейчас не то что боремся, у нас сейчас ведутся переговоры с банками по поводу прикрутить туда эквайринг. То есть элементарно сейчас оплата происходит через директора по этому направлению, там ему кидают деньги на карту, потому что банки очень настороженно относятся к площадкам, которые так или иначе связаны с финансами, с инвестициями, с приумножением денег и так далее. Поэтому они говорят: ребят, проблем нет, мы вам сделаем эквайринг, но вот проверка займет полгода. Вы готовы к этому? Мы такие: блин, ну куда деваться? Конечно, готовы.
И буквально 2 дня назад мне поступил ответ от Сбербанка, что мы прошли последнюю стадию проверки, и там буквально через 3-4 недели они нам сказали, что дадут уже боевой сервис, через который мы можем принимать оплату. Но, опять-таки, обещать я этого не буду, да, потому что это пока сказано от Сбербанка только на словах, но вот у меня есть надежда, что через 3-4 недели нам прикрутят эквайринг, потому что мы все этапы проверки прошли. Мгм. То есть, по факту, сейчас мы можем проходить обучение только через персонального менеджера, да? Да, вы можете оставить заявку в группе ВК, можете оставить заявку в группе технической поддержки. У меня руководитель с вами свяжется и скажет механику, то есть сделай раз, сделай два, сделай три, все, ты начинаешь обучаться. Мгм, мгм. Я надеюсь на понимание, потому что эквайринг, действительно, с банком договориться, как оказалось, чуть сложнее, чем мы думали. Вот. Я думаю, что в скором времени мы это сделаем. Мгм. Понял. Вопрос такой перетекающий, собственно, от обучения. Есть такая информация из новостей, то, что якобы Local Bitcoins планирует либо закрывать, либо там Роскомнадзор планирует деанонимизировать его, то есть чтобы как-то там регистрировались. Если такое произойдет и закроют Local Bitcoins, то есть как вы будете выходить из этой ситуации, какие-то, может, новые инструменты придумывать? Давай так, сразу насчет новостей и слухов. Мы всегда решаем задачу по мере их поступления. Наш юридический отдел рассматривает все новости и говорит, о чем нужно беспокоиться, о чем не нужно беспокоиться. Это вот если отвечать серьезно на твой вопрос. Если отвечать несерьезно, то русский народ, что ему не запрети, он всегда найдет зеркала, он всегда найдет там разные фишки, как можно подключиться к этому логу. Это же мировая площадка, правильно? То есть, во-первых. Во-вторых, например, мы сейчас получаем лицензию в Эстонии, то есть когда человек у нас будет находиться на сайте Финика, он, по сути, будет находиться на территории Эстонии, и мы можем просто элементарно сделать вход на локал через наш сайт Финика, и все. Это так, просто для нас это элементарно, поэтому мы, возможно, об этом не проговариваем, а вот есть люди просто, которые волнуются, как проблем нет, вот я могу ответить на этот вопрос. Насчет инструментария, на нас это никак не влияет, то есть мы знаем, как выходить на локал там вне российской юрисдикции. С этим проблем нет. Но даже если будет все-таки такая ситуация, все равно в любом случае индекс TI, как я понял, он диверсифицирует риски, то есть если один инструмент отвалится вдруг, то есть, соответственно, будут работать другие, я так понял. Честно скажу, торговля на локале у нас даже 5% от портфеля уже не занимает, потому что торговля на локале – это все равно принимать деньги на карту, на Kiwi кошелек и так далее, и так далее. Просто с теми объемами, которые мы сейчас оборачиваем и с помощью которого мы генерим деньги, это уже это не больше 5% денег инвесторов у нас в принципе заложено на локале. Даже если его вообще в принципе отключат, и мы не найдем способ, как с ним взаимодействовать с локалом, то инвестор, по сути, этого даже не ощутит. Просто мы эти 5% распределим на остальные 11 продуктов, и все. Отлично. Значит, такой вопрос. Какие вообще планы на ближайшее будущее и какие продукты вообще планируются? Были такие новости, что якобы там ипотека закрытие, там автомобиль там и так далее, что-то было? Давай так, я расскажу, что у нас сейчас уже работает и что планируется, хорошо? У нас сейчас на данный момент есть два предложения для человека. Первое – это индекс, то есть это человек с мышлением, который понимает, что деньги должны работать, мы готовы взять эти деньги в управление. Это индекс CTI. Вход кратно $1000 и ежедневная доходность от торгов. Продукт номер один. Продукт номер два. Мы сейчас закрываем долги, кредиты, ипотеки, автокредиты, налоговую задолженность, то есть любые долги за 35% от ее стоимости. То есть, например, у человека ипотека 1 000 000 рублей. Остаток основного долга на сегодняшний день. Цифра условная, да, чтобы считать было удобнее. Он вносит 350 000 рублей, мы с ним подписываем 3 договора и начинаем за него эту ипотеку закрывать. Вот. То есть, когда мы говорим про индекс,
здесь все-таки ну, риски на инвесторе. Когда мы говорим про закрытие долгов, закрытие кредитов, здесь мы всю ответственность берем полностью на себя. Это то, что сейчас работает. Поэтому есть вопросы или рассказать то, что планируется? Ну, в принципе, как бы я смотрел интервью с Кириллом, он говорил, что вот эти закрытия долгов, но подробнее, в принципе, я не думаю, что нужно рассказывать, потому что это много времени займет. Те ребята, которые захотят задать какой-то вопрос, они его зададут либо мне в личку, чтобы я уже с ними поработал. Вот, как бы, в принципе, все понятно. Я знаю, что компания начинает развиваться, то есть дорожная карта, какой-то план уже есть, цели есть, да, в компании, значит, будем двигаться. И, как бы, собственно, наверное, такой внеплановый вопрос. Сказать? Да. В общем, сейчас у нас планируется две программы. Первая – это автопрограмма, вторая – это жилищная программа. Механика у них и суть одна и та же. Меня слышно, да? Да, отлично. Да, все слышно. Механика и суть у них одна и та же. Это называется машина за полцены и квартира за полцены. Что это значит? Например, ну, у тебя есть машина, на которую ты хочешь пересесть? У меня вообще, в принципе, нет машины, я пешком хожу. Что бы ты хотел? На какую машину ты хотел сесть? Ну, вообще Lexus. Lexus. Какой? Седан? Кроссовер. Кроссовер. RX, наверное, да? Сколько он стоит? Ну, по-разному. Если салона брать, то, конечно, 3 миллиона, наверное. Новый, да, новый. Ну да, около 3 миллионов. 3 миллиона, правильно? Ну, давай цифру условно, да, 3 миллиона возьмем. Суть в чем? Ты вносишь 1,5 миллиона, через 2 недели садишься на Lexus. Ну, это если там прям в двух словах тогда. А теперь как механика работает? Ты вносишь 1,5 миллиона, часть идет в лизинговую компанию, которая финансирует покупку этого Lexus, а часть идет в работу компании, которая ежемесячно закрывает лизинговые платежи за тебя. Вот. И по сути через год ты забираешь ПТС-ку, ты можешь эту машину продать, ну, подарить, что угодно можешь с ней сделать. Вот. И с квартирой такая же, да, история? Да, это про машину. С квартирой как? С квартирой я думаю, что человек сразу будет владельцем. То есть если по программе с автомобилями там владелец целый год будет лизинговая компания, а потом владелец становится человек, то, скорее всего, с жилищной программой мы сейчас думаем, как это сделать, и, скорее всего, так и сделаем, что, ну, то есть ты вносишь 50%, ты через 2 недели заезжаешь, ну, 2-3 недели примерно заезжаешь в квартиру, и ты становишься сразу собственником этой квартиры, просто с обременением, что год ты ее продать не можешь, ну, то есть подарить не можешь и так далее. Но это нормальная практика, на самом деле. А через год уже все, ты можешь ее там продать, подарить и так далее. Ну, то есть, по сути, машина за полцены, квартира за полцены. Мне кажется, это, ну, на мой взгляд, это супер предложение. Я понял, хорошо. И такой вот незапланированный вопрос, мне, собственно, человек тоже задавал его. Как вы будете работать в Новый год? Как вообще будут сделки происходить? То есть, как вообще это все будет? В Новый год, я думаю, что... Ну, у меня информации пока не было от трейдеров, мы их не тревожили. Они мне говорили то ли от 7, ну, примерно от 7 до 14 дней у нас будут каникулы. Там, ну, короче говоря, в районе 10 дней у нас будут каникулы, когда некоторые биржи не работают. То есть, соответственно, начисления процентов не будет, да, я так понял? Ну, в определенные даты, да. Ну, конечно, мы же там из отдыха я не можем начислить. Понятно. И, собственно, давай, наверное, к последнему вопросу, чтобы не затягивать это все. Какие вот пожелания будут подписчикам? Так, у меня канал, в принципе, называется по заработку в интернете, вообще по инвестированию. Какие пожелания будет по инвестированию конкретно? Вот твои какие-то напутствия, может быть, вообще полезные советы, можно сказать так. Я могу сказать... знаешь, я не берусь никогда давать советы и напутствия. Я могу лишь рассказать, как я делаю. Возможно, это кому-то будет полезно, потому что советы, ну, это такое дело, да, противоречивое. Поэтому я могу сказать, что делаю я. У меня в любом деле есть принцип, который называется «пробуй», и который называется там «соверши 10 попыток». То есть, если у тебя есть какая-то цель, ну, условно говоря, там, я хочу пассивный доход,
и ты выбираешь себе 10 компаний, ну, допустим, да, 10 компаний, например, ты думаешь, так, я пойду в трейдинг. В трейдинге есть деньги, в трейдинге есть хорошие проценты. Я хочу, чтобы там мой миллион рублей работал, но я хочу, чтобы этот миллион, ну, как бы, чтобы меня не кинули, чтобы этот миллион не слился, ну, там, и так далее, и так далее. И вот я бы пошел принципом попробовать 10 компаний, ну, или сделать там 10 попыток, да, разных, потому что ты никогда не знаешь, там, кто тебя кинет, где сольют твой капитал. Ну, вот это же непонятно, да, то есть каждая компания это 50 на 50 на самом деле. Либо она тебя кинет, разорится, либо она тебя не кинет. И вот поэтому у нас в компании мы пошли тоже таким путем, что мы не знаем, кто из трейдеров сегодня в плюс работает, а кто сработает в минус, а кто в ноль. Потому что всегда в плюс торговать это нереально. Ну, то есть это невозможно, это сказка. Именно поэтому мы сейчас делаем упор на там, у нас есть 20 трейдеров, эти 20 трейдеров работают с капиталом, и у нас каждый день там 5 трейдеров в минусе, 5 трейдеров в нуле и еще там, ну, условно говоря, 10 трейдеров в плюсе. Это условно, да, эта картина каждый день меняется. И мой совет – это всегда делать упор не на, ну, как бы не на внутреннюю веру, а именно на статистику. Потому что чем больше у тебя возможностей, чем больше у тебя там попыток постучаться в дверь, тем выше у тебя вероятность успеха. То есть, если ты в одну дверь постучался, тебе не открыли, ну, как бы, у тебя же есть еще 9, да, в этих 9 дверей, возможно, тебе там где-то откроют. Ну, короче говоря, подытоживая, мой принцип – это увеличивать вероятность с помощью увеличения попыток. Инструментов, да, то есть инструменты, увеличение инструментов для заработка. Это в принципе связано вообще с любой сферой деятельности. Я понял. Вот все, что, собственно, хотели спросить, все, что просили ребята узнать, по большей части на все ответил. Наверное, будем заканчивать интервью. Огромное тебе спасибо, что вышел на связь. Это просто отлично. Ну, наверное, отдыха хорошего. Сколько вам там осталось в Анталии-то находиться? Нет, я уже все, сегодня улетаю в Москву. Ну вот, кстати, небольшой спойлер тем ребятам, которые решили сегодня подключиться. Ну, это такая новость, которую мы в открытые источники пока не высвечивали. Мы открываем офис в Москве. Ну, у нас уже есть там толковые ребята, трейдеры, которые хорошие результаты показывают. У нас еще будет в Москве офис, где будет генериться прибыль, не только в Казани. Вот. То есть в этот офис потом можно будет прийти, да, и, соответственно, уже посмотреть на него как-то? Насчет прийти не знаю, потому что это все-таки же не представительство. Это будет рабочее пространство. Ну, раз уж ты задал вопрос, знаешь, вообще в мире трейдинга люди, которые действительно умеют делать деньги, это вот, я не знаю, смотрел ли ты когда-нибудь фильм, как золото добывают? То есть прям бывают вот эти крупинки, да? И вот в мире трейдинга вот эти люди, это как крупинки золота. Поэтому мы боимся, что их могут схантить, поэтому мы стараемся показывать только руководителей направления, но не самих трейдеров. Поэтому, возможно, будет отдельное представительство в Москве чуть позже, а пока это будет просто рабочее пространство в Москве, где такой центр генерации прибыли. Ну, то есть с Казанью на Московской 25 это, в принципе, то же самое, да, соответственно? Нет, на Казани на Казани, на Московской это представительство. Там сижу я, там сидят руководители всех моих направлений по кредитам, по школе, по технической поддержке. Туда можно прийти, пожалуйста, в гости. Отлично. Вот. Мы даже уже на Московской 25 не вмещаемся, мы, скорее всего, переезжаем в соседнее здание скоро. Там мы берем площадь огромную, под нас сейчас там будут делать ремонт, потому что на Московской мы уже там все свободные кабинеты, которые были, мы заняли, и там уже не хватает там места. Понял. Еще раз спасибо большое, Зигмунд. Было приятно познакомиться. Да, спасибо за ответы на вопросы. Будем на связи. Еще раз все, всем до скорых встреч. Все, пока, Зигмунд. Пока. Так, ребята, закончилась у нас с вами трансляция. Все, в принципе, посмотрели. По большей части
наверное, больше ответов и вопросов каких-то нету. Особо в чате никто не активничал, да? Значит, сейчас смотрю, да, одновременно просмотры. Все. Значит, всем спасибо, ребята, кто присутствовал на трансляции. Я думаю, она получилась вполне содержательной и хорошей. Зигмунд ответил на все интересующие вопросы, которые задавали ребята. Еще раз всем большое спасибо, кто присутствовал на трансляции. До новых роликов, до скорых встреч. Ждите новых роликов о Финика, о новых новостях. Всем пока.